Давай поговорим о миграции и о сегодняшней ситуации с долларом. Мы сделали это. Галочка. Самое высокое, самое большое, самое низкое, самое глубокое. Или что самое, все остальное самое. Самое-самое. Нужно ли стране, возможно, вот такой период времени какой-то побыть в самоизоляции без вот этого глобального влияния, да? Я не прочь поэкспериментировать или предложить такой вариант, но... Кто нас будет слушать только? Подкаст-студия Академии Трех Медведей представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы говорим об экономических успехах и неудачах стран и народов. Почему некоторые государства достигли экономического процветания, а другие до сих пор не могут выбраться из ловушки бедности. Также мы узнаем, насколько применима практика развитых стран для Таджикистана. Цикл передач мы записываем совместно с директором Центра свободного рынка Таджикистана Азизом Тимуровым. Привет, Азиз. Здравствуйте, Зибу. Сегодня мы будем говорить о глобализации и ее разных сторонах. Не факт, что самых хороших, потому что пандемия коронавируса обнажила довольно много проблем, как раз-таки связанных с глобализацией. И коронавирус поэтому, в принципе, так быстро распространился по миру, потому что мы все очень сильно взаимосвязаны. Так как я сама еще немного чайник, давай начнем с самого главного. Давай. Что в твоем понимании значит глобализация? Постараюсь ответить проще. Глобализация — это процесс, и с каждым годом он становится все быстрее и быстрее. Объединение людей по экономическим, культурным, политическим процессам во всем мире. Вот это, если говорить более попроще, для чайников это и есть глобализация. Разумеется, здесь много есть интерпретаций, дефиниций, можно почитать, но думаю, этого будет достаточно. Я сейчас не буду говорить о каких-то больших объединениях в экономике, политике, культуре. Давай поговорим о миграции и о сегодняшней ситуации с долларом. Отлично. Потому что именно мигранты являются главными поставщиками доллара в Таджикистан. А то, что случилось на днях, когда курс за сутки был поднят на 100 единиц сразу, это был просто, казалось бы, для многих это стало крахом. Но это же не был же первый раз. Таких случаев было несколько. Если сравнить иностранные инвестиции и денежные переводы, то да. Так что вот это основная тема. И учитывая, что, возможно, сейчас не миллион таджикских мигрантов в России находится, меньше значительно. И, соответственно, из-за этого и поступления денежных переводов нет. Не только поэтому. Во-первых, официально сейчас около 350 тысяч, около 400 тысяч трудовых мигрантов, но также нужно учитывать, что если мигрант, и такая тенденция существует, набирает обороты, получает гражданство, он перестает быть мигрантом. Российское гражданство, я имею в виду. Выпадает из числа трудовых мигрантов Таджикистана. Но, тем не менее, он продолжает пересылать. Да, безусловно. Но гораздо меньше, потому что если он живет там, то и семья тоже живет там, его семья. Поэтому не имеет смысла много пересылать сюда. Это тоже возможно для Таджикистана, тоже для таджикской экономики. Это один из возможных рисков уменьшения денежных переводов. И это не только связано с пандемией, это временная ситуация, но и в перспективе они будут снижаться. То есть ты думаешь, мигранты будут стараться получать российское гражданство, чтобы оставаться там? Да, практика показывает, что их поведение меняется, они становятся более защищенными, входят в легальное поле, в легальное русло и предпочитают жить и работать там. Хотя не теряют связи с своей страной происхождения, в данном случае с Таджикистаном, но тем не менее наиболее активно, экономически активно они будут там, и воспитывать своих детей тоже будут там. Поэтому в будущем они будут россиянами, а для Таджикистана это значит, что и денежные переводы будут уменьшаться. Здесь много чего означает для Таджикистана и для таджикской экономики, но в этом контексте считать, что ситуация, которая была именно в тучные годы, до 2014 года, когда был кризис, можно сказать, когда был резкий спад 2014-2015 года, это был самые лучшие годы для экономики, когда было очень много, почти до 50%. Спад на соотношение к ВВП были, это 4 миллиарда, пресловутые 4 миллиарда долларов.
в таджикскую экономику через домохозяйство, банки и так далее, а то также были выигрыши от этого, то я считаю, что повторение такой ситуации очень маловероятно. И, возможно, она не будет. Потому что поведение людей, экономическое поведение людей меняется. Мигранты, их мало, ситуация, миграционная политика стабилизируется, российская миграционная политика, они заинтересованы больше оставлять у себя и денежных средств, и больше привлекать трудовых ресурсов в свою экономику. Поэтому русло будет... Россия будет сужаться. Выигрывать, Ага. а Таджикистан будет проигрывать. Ну И почему дальше. нет? Таджикистан и до сих пор выигрывает от трудовой миграции, и таджикское домохозяйство выигрывают. И дело не только в экономике, но и во многих вещах. Это в социальной политике, в культуре, в образовании, в человеческом развитии. Многие мигранты там учат язык, получают новые опыты, их мировоззрение расширяется. А для Таджикистана это снижение определенной социальной напряженности, потому что эта трудовая миграция вообще послужила очень хорошим, с одной стороны хорошим, с другой стороны плохим подспорьем для экономики, когда оно позволило снизить напряженность, социальную напряженность внутри страны и дало возможность людям зарабатывать деньги, несмотря на ситуацию, которая была, например, начиная с 2000-х годов. И возвращаясь к нашей основной теме про глобализацию. Да, я вот как раз хотела вернуть. Если сравнить вот в контексте, вот историческом контексте, вот беря последний период советского времени, то таджики, вот жители Таджикистана и в советский период были очень маломобильными людьми. Они были привязаны к своей земле, к своему региону, к своему кишлаку. И начиная с 2000-х годов, если считать миграцию именно по экономическим соображениям, если до 2000-х это были миграция, которая была связана... Вынужденная миграция. Или вынужденная, которая была связана или из конфликта, причем мигрировали это... русскоязычное население, ну и таджикоязычное население, но которое представляло какую-то номенклатуру, бизнес, то есть как бы высокообразованная, которая была более европеизированная, скажем так, то начиная с 2000-х годов, когда ситуация стала более проясняться и начал постепенно медленный экономический рост, но не такой бурный, как ожидалось, то есть люди не могли обеспечить себя, свои семьи, и трудовая миграция, возможность в основном в Россию поехать и заработать, была одним из лучших выходов улучшить экономическое положение, в первую очередь, домохозяйств, и в вторую очередь все остальное, потому что домохозяйство, как домино, оно влияет на всю экономическую ситуацию, оно влияет на совокупный спрос, они отправляют деньги сюда, банки работают, да. Работает импорт, потому что раз есть деньги, значит, можно сюда привозить товары, чтобы их кто-то купил, строительство и так далее, так далее. То есть, если сравнить, например, и уровень жизни возрос, мы можем сравнить себя 10 лет назад, 20 лет назад, и мы видим, как люди или мы сами живем или жили, во что одевались, что ели и так далее. Даже смотря холодильник сегодня и 20 лет назад, это один из тоже принципов, пример глобализации. Ты сейчас говоришь о положительных сторонах глобализации. Но когда мы с тобой составляли тезисы, у тебя был акцент все-таки на отрицательных сторонах. Почему? Ты противник глобализации? Нет, я не противник глобализации. Я смотрю на глобализацию как естественный процесс, как на течение времени или течение реки. Разве можно быть противником таких объективных вещей? Разумеется, и любые социальные явления имеют негативную сторону, которую лично, чисто по-человечески трудно принять. Возникает определенное опасение, что будет дальше, что будет со мной, что будет с моими детьми и так далее, так далее. Например, какие? Например, одно из минусов критики глобализации не я, а то, что критики называют, что глобализация унифицирует, то есть делает всех людей одинаковыми и насаждает культуру и нормы, традиции тех стран, которые экономически сильны, которые экономически лидируют в мире. Если смотреть на вот шарик, земной шарик, как на большой дом, то там есть определенные соседи, которые более богаты, более влиятельны.
а другие менее влиятельные, и поэтому они менее зависимы, более зависимы, точнее. То есть, я поясню, например, если человек богат, на примере одного человека, если человек богат, то он имеет больше влияния, к нему больше прислушивается. То же самое, разумеется, грубое сравнение, грубая аналогия, но принцип тот же самый. Кто у нас сейчас лидирует? Западные страны. Это, например, США, Северная Америка, европейские страны. Сейчас начинает лидировать азиатские страны. Это была традиционно Япония, но влияние Японии на Таджикистан было минимально. Россия традиционно влияла, потому что мы были в рамках одной страны в течение 70 лет. И Китай. Почему возник такой интерес? Начиная с 2000-х годов, точнее 2010-х годов, экономические сношения с Китаем начали возрастать по экспоненте. Мы начали у них брать большие кредиты на долгосрочно, на каких-то условиях. То есть, возвращаясь к таким вещам, негативным вещам, экономическое лидерство в стране или в мире также влечет за собой как шлейф и культурное влияние, которое может и не нравиться другим людям. Они считают, что мы слабы экономически, а тем паче и культурно, чтобы противостоять этому. Так, теперь вернемся к культуре. Возвращаемся. Да. Вот смотри, я всегда думаю, что культуру можно сохранить, в принципе, и для этого тебе не нужно создавать, например, большие театры строить. Да. Куда проще вкладывать в образование, в культуру. Да. Все. Но... Вот даже, допустим... Но большой театр построить гораздо круче, это видно, что есть большой театр. Но ты при этом же не сохраняешь эту культуру, потому что нет актеров. Верно, я согласен. Но выглядит красиво. Никто не спорит. Да. И можно много потратить денег. Можно хорошо. То есть смотри, на образование это невидимо. Это можно увидеть только через одно поколение, реально. Одной из специфик именно в инвестиции в образование, это не сразу увидишь эффект. То есть, но это очень важно, я согласен. Образование должно стоять на первом месте. Да. То есть нужно просто... Нам хочется быстрых эффектов. Да, быстрых, очень таких, как в... Помпезных, как такие всплески, сказать, мы сделали это. Галочка. Самое высокое, самое большое, самое низкое, самое глубокое. Или что все остальное самое. Самое-самое. Но при этом, понимаешь же, что... ты не сохраняешь, и нету людей, которые могут сказать, что мы не сохраняем. Я не совсем с этим согласен, потому что один из доводов антиглобалистов, назовем так, критиков глобализации, что более слабая культура, они вестернизируются, скажем так, они становятся более западными. Девушки становятся более, имея в виду стереотипное представление о Западе, о поведении западных мужчин, западных женщин, они становятся такими, они становятся более открытыми и так далее, и это плохо для местной культуры. Эмансипированными. Они становятся, более эмансипированными. Спасибо, я забыл это слово. Но, с другой стороны, глобализация открывает миру те уголки мира, которые не были знакомы для, скажем, массового потребителя. Потому что глобализация, ее плюс. Это, что она дало, почему я считаю, что является одним из плюсов глобализации, оно делает вещи доступными даже для бедных людей. В массовом производстве помогает создавать, в массовом производстве создает рабочие места, дает услуги, сервис, образование и так далее. Именно из-за масштабности. И некоторые говорят, что люди становятся более одинаковыми. Есть такой термин даже макдональдизация, когда люди становятся похожими, смотря американские фильмы, подражают американской культуре, поп-культуре. Ты против этого? Нет, я не против этого. Я считаю, что это не совсем так. Мир не очень однозначно, не такой, как черное-белое. Если мы будем смотреть только это, MTV или заходить в Facebook или что-то другое, мы будем такими же. Нет, потому что, с другой стороны, глобализация, если мы даже возьмем пример Центральной Азии и Таджикистана, ведь о Таджикистане мало людей знали, и до сих пор мало знают. Мы для большинства людей, мы строим, например, строим индустрию туристическую,
ковид немного изменил планы, но тем не менее тренд начат. Мы хотим быть более открытым для туристов, хотим на них зарабатывать. Но мало людей знают о Таджикистане, что такая существует вообще страна, и что имеет уникальную культуру и прочее, и прочее. Глобализация помогает выявлять такие крупицы уникальной культуры для массового, скажем так, покупателя, для массового зрителя. И Таджикистан становится более видим, и он может коммерциализировать свой имидж, он может коммерциализировать, зарабатывать на этом. Что хорошо, даже местные культуры, вот, местное сообщество, например, возьмем даже такие отдаленные кишлаки, например, в Фанских горах или в Гбау, или там других местах, в Рашской долине, они могут быть только потребителями вот всего западного, западной одежды, западной культуры, технологий и так далее. Но также они могут производить и показывать свою уникальную культуру через те же самые каналы. То есть ты фактически сторонник глобализации? Или у тебя нету, ты не определился, ты сторонник, противник? Нет, я не противник, не сторонник. Я считаю, что это нормально. Нормально, как и день и ночь. Нормальный процесс, и мы к этому идем. Я считаю, что мы даже медленнее развиваемся именно в русле этой глобализации. Смотри, есть пример Узбекистан, соседи, да, это ближе всего к нам. Угу. На какой-то период времени страна была просто закрыта, да? Угу. И, в принципе, когда нам ее открыли всем, показали, там много чего изменилось. Они стали производить массу товаров собственного производства. Они производили эти товары? Они и до производили. Да. Но сейчас просто там такой рывок. Мы видим, они начали производить машины все во время своего как раз-таки закрытия. Они производят буквально все. И при этом они большие деньги, как я обратила внимание, вкладывают в культуру. То есть у них даже, они шикарные фильмы даже снимают. Документальные, художественные и так далее. Да. То есть нужно ли стране, возможно, вот такой период времени какой-то побыть в самоизоляции, без вот этого глобального влияния, да, чтобы понять, что нам нужно делать дальше. Вот сейчас, в принципе, в условиях пандемии Таджикистан фактически оказался в такой ситуации. Денег на импорт не хватает, даже на эти обычные переводы, вот сейчас, например, как это происходит, да, ты знаешь, система Хавала сейчас работает. То есть мы отдаем здесь деньги какому-то посреднику, а там другой посредник отдает кому-то там в Китае, потому что невозможно перевести нормальную сумму с помощью банков. Да. А денег на руках становится меньше, тем более в долларах. И вот я говорю, а может быть, нам как раз-таки сверху спустились, сказали, а вот сейчас время заменить весь импорт собственным производством. Это интересный вопрос, и такие, скажем, эксперименты проводились, но здесь есть один большой. Во-первых, нужно уточнить, именно если мы начали про Узбекистан, Узбекистан никогда не был закрыт, он был закрыт политически, он хорошо защищал свое внутреннее производство большими протекционистскими мерами. Но какой ценой? Вы знаете, какая машина была? Сколько стоила машина обычная? Которая импортная или которая... Которая производилась в Узбекистане. Импортная, ее никто или большинство людей не могли себе позволить завести, потому что пошлины, импортные пошлины, были очень высоки. Таким образом, экономическая политика Узбекистана была защищена, чисто протекционистская, она защищала свое производство. Некоторые говорят, они сделали хорошо, но какой ценой люди могли... Вот плюс глобализации. Люди могут то же самое и хорошего качества, если есть хорошие связи, логистические, транспортные, коммуникационные связи, приобретать за 30 земель такого же качества или лучше и дешевле. И дешевле. Поэтому нужно... Ответ такой, да, это можно сделать, но какие могут последствия для Таджикистана? Мы можем вообще не выйти из этой такой ситуации, скажем так, автаркии, то есть когда мы скажем, ой, мы уже не конкурентоспособны, если мы откроем, то нам конец. Понимаете, да? Да. Поэтому они создавали свою базу, да, они государство субсидировало их, то есть оно буквально поддерживало, потому что это значит, что, например, государство дает производителю деньги, неважно в каком виде, и производитель может снизить для конечного потребителя стоимость продукции. Ну это же классно. Это не классно, потому что откуда государство берет деньги для субсидий?
из карманов тех же покупателей. Но тем не менее, То есть, мне кажется, если посмотреть так, то субсидии, то есть это признак того, что или возникает при монополиях, при защищенном производстве, когда ты защищен от внешних конкурентов, и ты можешь не думать о улучшении, и ты расслаблен, не думаешь о том, чтобы снизить цены и так далее, но ты понимаешь, что никто не купит твой продукт по этой цене, и государство дает тебе предприятиям средства, чтобы за счет разницы в поддержке этих сумм ты мог продать по более низкой цене. Вот сейчас я простой обыватель, и я просто вижу, как заполонил таджикский рынок электроникой, бытовой техникой с Узбекистана. Причем цена, я тебе скажу, она же дешевле. Да, дешевле. Дешевле, качеством она не хуже. Да. И это значит, что там это еще дешевле, по сути, выходит. Да. То есть то, что они там проходили, может быть, лет 10 назад, то сейчас они уже как бы пожинают плоды и, в принципе, хорошие. Я не прочь поэкспериментировать или предложить такой вариант, но... Кто нас будет слушать только? Во-первых, кто меня будет слушать, да, и во-вторых, достаточно ли у нас будет средств, потому что это деньги, чтобы поддержать внутреннее производство, и высокой ценой, чтобы поддерживать... Да, можно, например... Раньше было модно говорить про импортозамещение. Помните? Начали с России, там, при президентстве даже Медведева. И потом перекочевало к нам. Ученые, политики говорили про импортозамещение, что мы можем это сделать. Но это возможно, это очень дорогостоящее удовольствие. Делать то, что можно в других местах делать. Поэтому всегда нужно думать, чем мы уникальнее, гораздо лучше. И, например, туризм или сервис, который можем развивать при незначительных вливаниях, более или менее инвестициях. Это один из выходов. А он может быть один из локомотивов или как бы триггеров для дальнейшего развития. Что еще, кроме туризма? Сервис, туризм, возможно, какие-то другие инфраструктурные проекты, на которые один Таджикистан не потянет. Например, логистические, да, инфраструктуры? Логистические, оптоволокно, есть такой проект, оптоволоконная касса есть, но это только на бумаге, учитывая плачевное состояние внутреннего рынка информационных технологий и ИКТ, то это сомнительная вещь. Но потенциал существует. Электроэнергия. Но у электроэнергии тоже есть определенный лимит, вода может закончиться. И возвращаясь к нашим мигрантам, елки-палки, вот они не могут быть еще одним источником как раз-таки. Что нужно сделать? Вот просто посмотри. Да. Мигранты пока это неиссякаемый ресурс для Таджикистана. Ну, по крайней мере, лет 10, допустим. Думаю, 10 лет, на 10 лет хватит. На 10 лет хватит, а может быть и больше. И как раз-таки локомотив ты назвал: туризм, сервис и миграция. Вот в этом плане почему тоже не подумать? Это же тоже глобальная проблема миграция. Я согласен. И есть масса препонов, которые создаются здесь и там. Во-первых, да, спасибо, что упомянул миграцию, потому что миграция, по сути, мы экспортируем рабочую силу. Да, это тоже... Дешевую, конкурентоспособную рабочую силу нашим соседям в Казахстан, в Россию, но ситуация меняется, и, возможно, так не будет. Ну, да, я считаю, что в ближайшие 10 лет такая тенденция может... Но на это не стоит рассчитывать, да. Было, например, среди таджикских экономистов была даже такая теория, идея, скажем так, воспользоваться денежными переводами, воспользоваться деньгами мигрантов, чтобы мигранты инвестировали, не потребляли, не тратили на внутреннее потребление, на свое потребление, а инвестировали во внутренний бизнес, свой бизнес, или инвестировали в какие-то финансовые инструменты, которые слабо развиты. И даже были депозиты мигрантские специальные. То есть правительство как бы лелеяло надежду, что можно капитал мигрантов, суммарный капитал, который можно использовать как такой определенный триггер или бустер, чтобы как бы завести экономику. Но это был довольно сырой проект, и сейчас мы видим, что ненадежный.
только в случае любой человек, это просто обычная психология, будет вкладывать, инвестировать свои средства и доход от своей собственности тогда, когда он уверен, что он это получит. Гарантии. У Таджикистана большая проблема с защитой прав собственности, с защитой инвестиций своих и иностранных. Поэтому это один из краеугольных камней, который мы можем до хрипоты утверждать, приходите, у нас все хорошо. И предоставляя льготы. Если посмотрите налоговые даже льготы для иностранных инвесторов, они довольно существенны, но человек лучше дальше заплатит. Гарантий нет. Но человек, иностранец, лучше заплатит всю сумму, но будет думать и будет уверен, что он лучше защищен. А такой веры у иностранных инвесторов нет. Давай подведем итог. Да. Смотри, мы говорили о глобализации и о влиянии на нее коронавирусной инфекции. Да? То есть сейчас, и я думаю, что нам еще ждать и вторую, и третью, и четвертую, если судить по тому, как развивалась ситуация с испанкой. 3 года было. 1 год мы прошли. Да, и это считай, что нам еще, ну пусть будет оптимистический прогноз, год. То есть до следующей осени, когда все поутихнет и потом начнется потихоньку восстанавливаться. Сейчас фактически мы прям в очень тяжелой ситуации. Что будет, на твой взгляд, через полгода, через год? Какими мы выйдем к концу пандемии? Живыми? Живыми это точно. Я думаю, что Таджикистан... И какие уроки извлечем еще, кстати? Какие уроки извлечем? Главное, ведь мы много спотыкались. По сути, если мы даже берем тот пример миграции, было 3 кризиса, которые в первую очередь пострадали мигранты. Это кризис 2008 года, 2014 года и этот кризис, которые довольно уникальны, но который повлек за собой и другие последствия. 2 предыдущих кризиса никак не повлияли, или повлияли более-менее, но... Не так сильно. То есть не были учтены определенные уроки. То есть мы не извлекли с тех кризисов уроки. Урок номер 1 – не надеяться много на трудовую миграцию и на денежные переводы. Это как ресурсное проклятие. Если, например, Россия зависит от нефти, то Таджикистан зависит и очень сильно от трудовых ресурсов, от денежных переводов трудовых ресурсов. И мы на этом сели. Поэтому нужно смотреть диверсифицировать экономику, смотреть другие источники. И государство думает об этом, оно придумывает, оно довольно изобретательно. Но, тем не менее, есть определенные вещи, нерешенные задачи, которые не позволяют их задумкам решиться. Так, ты один урок назвал, еще есть какой-то? Или это основной? Это основной. То есть, если смотреть именно в комплексе, и другие это целый комплекс мер, которые как мантра целые 20 лет международные институты твердят: улучшайте бизнес-климат, инвестиционный климат, защищайте, делайте прозрачным суды, улучшайте доверие к институтам, улучшайте качество бюрократии, снижайте налоги. То, что... И думайте про бизнес. Малый бизнес, то, что вытащит Таджикистан, таджикскую экономику. Я не нов в этом, об этом говорят каждый день, можете посмотреть. То же самое, одно и то же. 10 лет одно и то же. Так что, дай бог, чтобы мы все просто выжили к концу всего выживем, этого. Да, мы выживем, даже немного прибавим в весе, поэтому... с большими потерями, я скажу тебе... Нет. Мне сейчас около 30 лет, и я помню ситуацию, когда люди, и по разговорам моих знакомых, что ситуация на протяжении последних 30 лет существования Таджикистана, как независимого государства, были гораздо сложные кризисы. Поэтому мы выйдем, нас потрепет, или как это назвать? Потрепет, да, трудности языка. И это выйдем нормально. Я боюсь, что мы просто начнем повторять те же самые ошибки, что и до пандемии. Я надеюсь, что все-таки мы начнем извлекать наконец-таки уроки. Да, я тоже надеюсь на это. Итак, сегодня мы говорили о глобализации. Это был очередной эпизод цикла передач «История мировой экономики». Спасибо, Азиз. Спасибо, Зебу. Да, до новых встреч.